Друзья, приветствую вас на канале «Сказы сибирского шамана». Я продолжаю тему варгана и продолжаю открывать его тайны и секреты. Вот сегодня такая необычная тема: можно ли писать варганом картины? Значит, для того, чтобы эту тему начать, я вам напомню, что варган, его дух, душа варгана, его музыка проявляется в неразрывной связи с природой. Это самое главное, потому что самое большое богатство у нас – это природа. Птицы, горы, леса, реки, моря, снег. Все ее разнообразные проявления – это великая драгоценность. Благодаря связи варгана с природой мы можем написать природные картины. Чем мы будем писать эти картины? Ну, конечно же, мы будем писать их звуком, обертонами. Варган – звуконаписательный инструмент. Он пишет звуковые картины. Варганист рисует их, вдохновленные природой, теми ощущениями природы, которые он видит, слышит, переживает во внутреннем своей душе, своем сердце. Он передает звуковой палитрой варгана, ну или хамуса по-другому, увиденные и пережитые картины природы, картины жизни. Варганом можно передать тот отклик, который вызвала природа или какое-то событие в душе варганиста. Это может быть как современное событие, так и какое-то древнее эпическое событие. Варганист может перенести своих слушателей в любое время, куда, так сказать, необходимо для явления того образа, той звуковой картины, которую он желает явить. Вот. Можно передать то состояние души, духа варганиста, которое вызвало определенный пейзаж. Вот чем вот восточная живопись отличается, ну, допустим, китайская живопись, и отличается от живописи европейской. Китайские живописцы не рисовали природу с натуры. Они говорили, что природу с натуры может любой нарисовать. А вот они своими полотнами выражали как раз вот то состояние души и духа, которое вызвало определенный пейзаж. И изображая элементы пейзажа, они своими инструментами живописными пытались передать и передавали вот то состояние, которое вызвал пейзаж, вызвал природный ландшафт в сердце художника. Вот так же и варганист. Варганист-импровизатор передает, он не просто создает звуковую картину, он не просто рисует с натуры, он передает то состояние внутреннее, тот отклик, который вызвало его внутреннее, как реакцию на какой-то ландшафт природный, пейзаж природный, событие какое-то, эпическое событие. То есть художники рисуют кистью, кисть их инструмент, их инструментарий краски, а варганист рисует варганом. Он звуком, обертонами варгана рисует звуковую картину. При этом варган — это кисть получается, а звук, обертона — это те краски, которыми варганист рисует. Вот. Когда варганист, мастер варганной импровизации, рисует обертонами звуковую картину, слушатель не просто слышит звук, мелодию, звукоподражание природе, но и видит картину. Вот я сам много раз испытывал подобное, когда слушал записи виртуозов-варганистов, когда был на концертах, особенно когда вживую слышишь варган, то ты не просто слышишь музыку, а ты видишь картины. У меня это происходило очень часто. Подобное же я переживал на концерте горлового пения, обертонального пения. Когда певец пел горловым пением, я видел картину. Я видел горы, скачущих лошадей, богатырей, скачущих на лошадях, природу. То есть это вполне реально, это происходит.
Но это всецело зависит от мастерства органиста, импровизатора. Перед моим мысленным взором на внутреннем белом экране вот эти картины, они возникали, они оживали, они жили. Это было такое емкое восприятие варганной импровизации. Эти картины были отчетливы и передавали то, что транслировал варганист варганной импровизацией. То есть варганной волной, варганным звуком можно транслировать абсолютно все, можно сказать, что переживает варганист-импровизатор в момент варганной импровизации. Состояние духа, состояние сердца, состояние его души, его мысли, его вот эти переживания внутренние. Это удивительное свойство варгана. Варган, можно сказать, как никакой другой инструмент может это сделать. Ну, может быть, еще можно сюда причислить, скажем, тувинскую скрипку и монгольскую скрипку, моринхор. Там тоже возникают такие ассоциации. То есть натуральные природные инструменты, которые родились из народного архетипа, они способны это передать. Ну и варганы, пожалуй, в самой большой степени это делают. Вот, добавлю еще касательно варгана. Варган живет только когда звучит. А звучит он по-настоящему только в лоне природы. Именно на природе просыпается душа варгана. Когда звук варгана сливается со звуком ветра, костра, кузнечиков, там, птичек, сверчков, тогда проявляется душа варгана. Вот. По народным представлениям, корпус варгана – это душа человека, а язычок – солнечный луч. То есть, по сути, варганист играет, извлекая звук с помощью солнца, солнечного луча. Тоже некое волшебство, некое маленькое чудо, мало кем осознаваемого. Я вам хочу напомнить о том, что на моем канале есть плейлисты, посвященные тайнам и секретам варгана, варганной импровизации. Вот, не забывайте смотреть эти плейлисты, там вы найдете очень интересные материалы. Есть стихи о варгане, в которых я тоже открываю тайны и секреты варгана. Есть уроки варганной импровизации, уроки звукоизвлечения на варгане, имитации разных звуков. Вот вы все можете найти в плейлистах. Вот, а теперь, как я и обещал, тем, кто досмотрел до конца, я расскажу, как практически рисовать варганом звуковые картины. Первое, что надо. Значит, надо глубоко пережить и вжиться в событие или природный ландшафт, природное явление. Можно многократно натренировать себя в этом переживании перед выступлением. Вот. А во время импровизации эти переживания, как жемчужины, будут вкраплены в полотно звуковой картины. Вот это будет основа импровизации, которая дополнится непредсказуемыми какими-то новыми приемами, новыми спектрами звуковыми. Так всегда бывает во время импровизации. То есть импровизация, она и на то и импровизация, что она звучит как бы впервые в единственном, можно сказать, варианте. В следующий раз она уже будет звучать как-то иначе. Но есть некая основа импровизации. Она может быть подготовлена заранее. А как уж там пойдет во время импровизации, это непредсказуемо. Если произойдет глубокое сочетание сердца варганиста с сердцами слушателей, может вообще начаться волшебство, может происходить невообразимое. Тогда вообще атмосфера зала меняется совершенно, и какой-то особый мир проявляется, особая сфера проявляется, которая не может проявиться иначе, чем как через сочетание сердец, духовных сердец.
Вот. И второе, это нужно в совершенстве владеть техникой игры на варгане. Заранее отрабатывать определенные элементы, быть готовым изобразить новые приемы, открываемые на ходу. Такое, надо сказать, часто бывает во время импровизации. То есть ты начинаешь играть на варгане, ты играешь на варгане, а потом некий такой щелчок, и получается варган начинает говорить через тебя. Это переживают все варганисты. Это известное явление. Вот степень выраженности заданной темы зависит от опыта и мастерства варганиста. Как тренировку можно брать определенные темы и стараться выразить их звуковой палитрой варгана. Причем во время живого выступления варганист может испытывать особое вдохновение, потому что варганист, музыкант и зал, то есть слушатели, являются одним целым. И на варгане играет не только варганист, но и зритель, слушатель. Но это уже другая тема. Я постараюсь раскрыть ее в одном из следующих видео. Следите за новостями. Надеюсь, я выразил вот эту вот основу, как варганом живописать звуковые картины. Пишите комментарии, оценивайте видео, задавайте вопросы. Возможно, эта тема для вас очень окажется необычной. Может быть, вы и сами об этом думали. Свои прозрения, открытия, свой опыт можете описать в комментариях. Я вам обязательно отвечу. Я буду дальше развивать тему варгана, варганной импровизации. Все, о чем я говорил в видеообращении, все эти темы я продолжаю обогащать, расширять и еще буду преподносить. Вас еще ждут варганные импровизации, будут и новые сказки, будут и новые сферы. Благодарю вас за внимание. Приходите на мой канал. Ваш сказитель, Белый шаман, сын полярной звезды и большой медведицы, Р. Сагатох Чоронкин. До встречи, друзья!